Необычный урок электробезопасности организовали для детей, отдыхающих в летнем лагере в Далаково. Сотрудники МРСК рассказали детям, как опасно играть с электричеством, и напомнили о мерах безопасности, которые нужно соблюдать в повседневной жизни. Детям раздали и памятные буклеты с полезной информацией. Рина Тичоева расскажет. Как ваши каникулы? Да! Молодцы! Сегодня мы поговорим с вами об электроэнергии. Чтобы каникулы для ребят прошли без напряжения, сотрудники МРСК рассказывают, как опасны игры с электричеством и что шутки с током заканчиваются плохо. شاش بعقبيش داج سق لوزر داج والش داجان التوان نح داجان اشتيك والدوق ياسنج جان التوان سقا ستال ديس واش ал дис в любом случае сакет мش بدي داريكش. Такое внимание к этой проблеме не случайно. В летнее время у ребят много свободного времени, и нередко они играют рядом с проводами и трансформаторными будками. Подходить к оборванному проводу нельзя ближе, чем 10 метров. Если вы это увидели, если вы чувствуете, что опасность на вашем пути, вы возвращаетесь обратно и говорите взрослым людям. Дети слушают энергетиков внимательно и с интересом. Многое из того, о чем говорят специалисты, ребята слышат впервые. И, разумеется, вопросов у них очень много. О правилах безопасности Кристине Аветисян рассказывают и родители. Сталкиваться с голыми проводами, к счастью, девочке не приходилось. Благодаря таким полезным урокам обходить трансформаторы дети будут уверенными и быстрыми шагами. Я услышала, что электричество очень опасно. Если открытый трансформатор, то нужно сообщить в ФМС по номеру 113. Нужно, если ты умеешь, обезвредить трансформатор, выключить электричество. Когда идет дождь, нельзя становиться под дерево, потому что в тебя может попасть молния. Что когда человек под напряжением, к нему ни за что нельзя подходить, а тем более трогать, иначе будет продолжится цепная реакция, и меня тоже ударит током. Я услышала, что нужно позвать родителей и позвать службу спасения 112. Для того, чтобы путешествие в страну безопасного электричества для ребят было увлекательным, специалисты МРСК раздали им красочные буклеты, где подробно рассказывают про все методы электробезопасности. Мы хотим, чтобы с такого возраста дети уже понимали, что электробезопасность – это превыше всего, что нету таких сетей и такого оборудования, которые стоят жизнь человека. Мы хотим до них это довести, чтобы они уже дальше могли объяснить, если они столкнутся, когда дети залезают на электроустановку, когда они играют вблизи электроустановки, что это категорически нельзя. Здесь в пришкольном лагере отдыхают 140 детей, трехразовое питание, интересные игры и разнообразные спортивные площадки, созданы для их интересного досуга. Пока мальчики развивают свои спортивные интересы, девочки показывают настоящее художественное мастерство. К примеру, здесь рисуют вот такие 3D-картины. Расскажи, что ты нарисовала, что изобразила? Облако, цветы, башня. Ну а запасившись интересной, а главное полезной информацией, дети продолжают наслаждаться счастливым детством. А оно, как правило, невозможно, если в нем детский травматизм. Рина Тичоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.